Друзья, приветствую вас всех на своем канале Словения с Хельга Уайт. Сегодня мы отправляемся в самую глубинку Словении, в маленький городок Мурска Собота. Там проживает чуть больше 11 тысяч человек. Едем мы туда не случайно, мы едем в автосалон покупать автомобиль. И сейчас расскажу, почему мы именно там решили купить свой автомобиль. Как только мы получили ПМЖ, постоянный вид на жительство, мы решили поменять свой автомобиль. Он у нас достаточно старый, больше 10 лет ему. И у нас были требования к новому автомобилю, чтобы его комплектация была не хуже, чем у нашего прежнего автомобиля. И мы начали подыскивать автомобиль. Ходили по разным автосалонам, ходили и в Kia, и в BMW, MG, Volvo, но никак не могли подобрать. Например, мы хотели, чтобы новая машина была плагином, чтобы была память сидений, были датчики дождя, чтобы подогрев сидений был и так далее. Если мы выбирали в автосалоне по таким параметрам автомобиль, то выходило очень дорого, больше 50 тысяч евро. Для нас это нереально дорого, и мы продолжали свои поиски, пока не остановились на автомобиле Citroën C5X. Он нам понравился тем, что у него мягкая подвеска, он плагин, можно на электрике какое-то время ехать, и у него комплектация не ниже, чем у нашего Форда. И автомобиль мы решили взять в лизинг. Если у вас уже есть ПМЖ, то вы можете спокойно оформить лизинг на физическое лицо. Для этого вам понадобится всего лишь 3 зарплатных листа, свой ПМЖ и лист с постоянной пропиской не старше 1 месяца. И почему же нам пришлось ехать за своим автомобилем именно в Мурскую Соботу? Как оказалось, на всю Любляну нет ни в одном салоне Citroën автомобиля в нужной для нас комплектации. И на всю Словению единственный Citroën C5X новый находится в Мурской Соботе. И вот мы сейчас едем 2 часа, чтобы наконец-то забрать свой автомобиль. На самом деле процесс покупки совершенно несложный. После того, как вы отправите все необходимые документы, буквально на следующий день вам выставят счет с вашего первоначального взноса. Мы оплатили чуть меньше 50%, и потом уже вас буквально через день, через 2 приглашают забрать автомобиль. Видимо, после того, как лизинговая компания переведет свою часть средств в автосалон. И еще интересный момент покупки нового автомобиля в Словении. Выбор на самом деле невелик. И если ты, например, хочешь купить автомобиль с определенной комплектацией или даже с определенным цветом, то тебе могут сказать в автосалоне, что подождите около года, и мы закажем для вас автомобиль, и через год он придет. Но для нас это просто нереально ждать автомобиль в понравившемся цвете целый год. Как объяснил менеджер в одном из автосалонов, на Балканах очень маленький выбор, к сожалению. Для нас доходит небольшое количество новых автомобилей. Наверняка очень многие словенцы, да и не только словенцы, я знаю, ездят в Германию и там покупают себе автомобили, и новые, и БУ автомобили. Но, к сожалению, нам нужен был кредит, а ПМЖ у нас именно словенская, поэтому нам пришлось выбирать автомобиль в Словении. В Мурской Соботе мы заберем вместе с вами наш автомобиль из автосалона, погуляем по Мурской Соботе, и я вам покажу, как живут люди в словенской глубинке. До Мурской Соботы мы ехали 2 часа, и нам нужно было успеть до 12 уже сделать все дела. Зарегистрировать автомобиль, получить номера и заехать в автосалон, получить ключи от автомобиля. Ну и, конечно же, подписать все бумаги. Мы приехали в Мурскую Соботу в 11, и до 12 уже все успели сделать. Посмотрите, огромная кипа бумаг, которую необходимо было подписать. Вот так вот выглядит паспорт автомобиля. И вот, собственно, наш автомобиль. Хвала лепа. И давайте посмотрим, во сколько обошлась регистрация автомобиля. За регистрацию заплатили 21 евро, за новые номера 22 евро, налог годовой 96 евро, итого 140 евро.
Пришлось нам также купить проездной на платные дороги, называется он «Винетка», и на год стоит 117 евро. И получили такой технический паспорт. Несмотря на то, что Мурска Собота – это очень маленький город, но посмотрите, здесь есть абсолютно все для комфортной жизни. Посмотрите, торговые комплексы, огромное количество магазинов. И самое главное, здесь есть Макдональдс в маленьком городке. Посмотрите, в Макдональдсе в Мурской Соботе еду развозит робот-котик. Ваш заказ здесь, говорит робот-кот. Решили проехаться по центру города Мурской Соботы, посмотреть, как вообще выглядит центр. И вы знаете, очень уютно, очень красиво. Парковка в Мурской Соботе после часу дня в выходной день бесплатная. Перед тем, как ехать в Мурскую Соботу, я решила специально погуглить, посмотреть, какие здесь достопримечательности. И была невероятно удивлена, что в таком маленьком городишке столько всего интересного. Здесь и музеи, и театр. И посмотрите, какая красивая католическая церковь. Я бы даже назвала ее собором. Просто невероятная красота. Вот здесь, кстати, местные нам сказали, что зимой на этом месте здесь устраивают каток. В этом маленьком городке людям точно не бывает скучно. И сейчас мы еще подойдем поближе и посмотрим, как там внутри. Вау, посмотрите, как красиво. Ничего себе. В таком маленьком городке такая огромная церковь. Такие бархатные сиденья. Человек сколько? 10, наверное, поместится только в одном ряду. И, как всегда, в таких церквях очень красивые витражные окна. Ничего себе. И на втором этаже еще можно сидеть. Или там хор. Смотри, там микрофон, там хор церковный поет, скорее всего. И посмотрите, какой красивый старинный орган. Евангелистская церковь Мартина Лютера, Мурска Собота. В 1900 году она была построена. На центральной площади города Мурска Собота стоит памятник советским солдатам. На самом деле Мурска Собота была оккупирована во время Второй мировой войны венграми. А в конце войны с 1944 по 1945 год этот город заняли фашисты. И в 1945 году Мурска Собота была освобождена советскими солдатами. И посмотрите, здесь на русском языке написано «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость советской родины и братской Югославии». Мурска Собота на тот момент являлась частью Словении, а Словения являлась частью Югославии. Ну, вот такова история, никуда от нее не деться. Город Мурска Собота граничит с Венгрией, и здесь до сих пор проживает очень много венгров. Посмотрите, в самом центре города плавают вот такие необыкновенные рыбы оранжевого цвета. Не знаем, как они называются. Помимо рыб, уток, еще и черепахи. Не, вы видели вообще? Она даже не прячет голову, она даже не боится. Мы приехали в пригород Мурской Соботы, место называется Ракичан. Здесь замок Ракичан и здесь конная ферма. Можно вот так вот гулять и вот так вот подходить к коням. Только аккуратно, она может укусить. Обратите внимание на лошадке вот такая вот прозрачная сетка. Видимо, защищает от насекомых. Попали мы на какой-то праздник. И посмотрите, какие замечательные детские площадки в Мурской Соботе. Посмотрите, травка, здесь опилочки, чтобы мягко было детям падать с качели. Какие-то лазалки. Там, где лазалка, там камушки, мелкая галька, покрытие. И все настолько красиво и правильно встроено в природу. Ничто тебе глаз не режет. Играет славянская
традиционная музыка, и люди танцуют. Скорее всего, я так думаю, что это какой-нибудь корпоратив. Вообще в Словении принято отмечать таким образом корпоративы. Посмотрите, корпоратив проходит очень плодотворно. Кто-то уже уединился и целуется. На территории замка Ракичан можно отмечать свадьбы. Сравните звукоизоляцию в Ситроене и как мы ехали в Форде. В Ситроене намного тише. Посмотрите, какие прекрасные пейзажи в Мурской Соботе. Прикмурье – это сельскохозяйственный регион, и здесь невероятно красивые поля. Мы сейчас идем к выставочному центру Кспана. Это такое суперсовременное здание, и там всякие интересные интерактивные музеи. А перед самим центром красивое искусственное озеро. Здесь такой каменистый галечный пляж. Вода невероятно чистая, прозрачная. И посмотрите, сколько лебедей плавает на этом озере. А еще вокруг этого озера есть кафе и прекраснейшие детские площадки. Просто невероятно. И все это в малюсеньком городке на 11 тысяч жителей. Смотрите, даже есть карта парка, где рассказывается, чем здесь можно заниматься и где. Для чего, для какого вида спорта, каждая площадка, каждый турник, для чего это все нужно. По всему парку вот такие фонтанчики, чтобы попить водички. Ну, совсем маленькие не дотягиваются. На самом деле нас здесь встретили еще наши новые друзья. Ребята здесь живут уже больше года, как началась война в Украине. Они из Днепра переехали в Мурскую Соботу. Алина, расскажи, как тебе вообще нравится Словения и жить в Мурской Соботе? Это вообще отличается от Украины, от Днепра? Конечно, отличается. Страна небольшая, маленькая, компактная, все очень близко. Люди очень дружелюбные, очень откликаются нашей беде, во всем помогают, конечно. Нравится здесь жить. И менталитет немного, конечно, отличается, но тем не менее все равно ближе люди к нам. Это не Германия, это не Австрия. Нравится. Алина, как у вас обстоят дела со славянским языком? Дела обстоят нормально, потому что так как мы разговариваем и на русском, и на украинском, язык похожий, да, вот мы можем быстро ориентироваться, но из-за того, что мы живем ближе к Венгрии, там идет примесь ихних слов больше, поэтому это есть немножко вот это заблуждение вводят нас. А так все в целом хорошо, понятно, учим и будем учить. Да, и еще добавлю, что в Мурской Соботе действительно свой особый акцент, говор. Они здесь говорят не так, как в Любляне. Мне кажется, выучить славянский язык Мурской Соботы еще сложнее. Спасибо вам огромное за экскурсию. Без вас бы мы точно столько всего бы не увидели. Это просто однозначно. Ждем вас в Любляне. Надеюсь, что Спасибо. До скорой встречи. Друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и оставлять свое ценное мнение в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!